предназначена для нефтесбора. Якутская ТЭЦ готовится к новому отопительному сезону. Меньше чем за месяц до подачи тепла в дома горожан отремонтированы 2 водогрейных котла, обновляются магистральные и квартальные трубы водоснабжения. О том, как энергетики готовятся к зиме, в сюжете Владимира Суздалова. Снять заглушки, установить кольца и подготовить трубы для пуска горячей воды в дома горожан. До начала отопительного сезона осталось меньше месяца, а это значит, что для энергетиков столицы настал самый ответственный момент. Сейчас выполняются работы по снятию заглушек по сетевой воде для подготовки уже, опрессовки и подготовки к розжигу водогрейного котла. То есть, в принципе, уже готово все. Большую работу энергетики провели в межсезонье. Были отремонтированы 2 водогрейных котла. Чтобы обеспечить бесперебойную подачу тепла, сердце якутской теплоцентрали обновляют каждые 5 лет. Подходят к завершению работы и по замене магистральных и квартальных сетей теплоснабжения. Выполняется довольно большой объем ремонта. Это порядка 20 километров сетей квартальных горячего холодного водоснабжения и отопления. И вот порядка километр 200 это сети магистральные. Планируем в зимний период по Якутской ТЭЦ работать максимум 3, может быть самые холода 4 котлами. То есть 2 котла у нас будет в резерве. Осложняют работу энергетиков в случае вандализма. За полгода зарегистрировано более 20 случаев поджога пластиковых труб холодного и горячего водоснабжения. Закладывают жидкость какую-то для поджога и, получается, поджигают. Это не только один адрес у нас, их несколько домов. У нас получается Можайского 17, 17-1, 17-2, 17-3, 17-4, Кузьмина 16/1. Вот в этих адресах постоянно идут поджоги. Как только получили заявку, приезжаем, останавливаем трубопроводы. Соответственно, мы все это дело восстанавливаем и запускаем горячую воду. Все. Подача тепла в дома горожан и социально значимые объекты ожидается во 2-й декаде сентября. Корректировку сроков могут внести только погодные условия. Но самое главное, что к началу отопительного сезона все работы будут завершены. Владимир Судалов, Максим Бурцев, Вести, Якутск. Спад уровня